целая неделя на выбор, но кто-то уже давно определился с ним. УИК 522 Верхних Отчелуков с первых минут принимает своих первых голосующих. Дезинфекция и социальная дистанция в приоритете. Как говорят организаторы, сходить на избирательный участок безопаснее, чем в магазин. Но если кто-то все-таки сомневается в этом или просто не может прийти сюда лично, члены избиркома навестят дома. Здесь все как на настоящем участке. Защитная маска, ручка и урна для бюллетеней. А вместо кабинки собственный дом. Ведь тайну избирания никто не отменял. Асма Богатырева в числе тех, кто голосует у себя. 2 перенесенных инсульта не позволили ей прийти на участок лично. Но упускать возможности выразить свое решение она не захотела. С поправкой на хайвей цуик тхун школе хитр. Доступность образования митигич. А цуик школ егал штхашт. Дук бирж датха, дук гяна етхун. Я действительно 6 километров, а 6 километров юхи. Я автобус ястон. Таких, как Асма, в одних только Верхних Отчелуках около 20 человек. Причины у всех разные. Кто-то не может прийти в свой УИК по причине занятости, кто-то из соображений безопасности, а для кого-то это физически трудное решение. Тамерлан Беков страдает ДЦП. Любые передвижения даются ему тяжело. Но он считает, что это не преграда для того, кто желает проголосовать. К слову, он руководитель благотворительной организации. Очень надеется, что если поправки вступят в силу, то многие инвалиды получат дополнительную поддержку от государства. Ведь об этом гласит статья 114. Поддержка инвалидов есть. Но ходу и да, что футбол антигродус. Сукатрио, голосовать по каждый день, а до суудуш. Так азишать методия, харса хандас бадрма. Поправку худшего, дикать орамадас. Следующая на очереди Пятимат Гогиева, бабушка в группе риска, ей 80 лет. Рада, что на этом голосовании внести свой вклад в будущее страны можно, не нарушая режима самоизоляции, предусмотренного для категории 65+. К тому же сама процедура голосования не занимает много времени. Индексация пенсии. Статья егивалиш дикхерцун. Пенсия атторож, атторни физ. Газгалбусачан олхде. Тони Несмотря на то, что голосование проходит дома, правила его проведения никто не нарушает. Тем более, что за этим процессом следят специальные наблюдатели. Нареканий пока нет. Все организовано хорошо, как полагается, по закону. Мы только начали, пока есть звонки, будем выезжать. Люди начали активно пока приходят, я думаю, будут посещать, явка будет. Сделать правильно значит осознанный выбор. Голосовать дома просто и безопасно. Все, что для этого нужно, подать письменное заявление или устное обращение в свою участковую комиссию. К слову, сделать это можно с 16 июня и до 1 июля до 17:00 включительно. Тамара Хшагульгова, Адам Далаков, Новости 24.